Добрый день, уважаемые абитуриенты. Я представлюсь. Моя фамилия Картунов, а, имя, отчество Алексей Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Института историческо-правового и социально-гуманитарного образования Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Также я являюсь председателем предметной комиссии по программе магистратуры, педагогическое образование, направленность историческое образование, актуальные вопросы обществознания. Сегодня я для вас проведу консультацию. На экране сейчас вы видите титулку. Наша программа, шифр 440401, педобразование, уровень магистратуры, профиль, историческое образование, актуальные вопросы обществознания. Как я уже отметил, я являюсь председателем предметной комиссии, ну и, соответственно, руководителем образовательной программы. Вот на экране вы видите мои данные, email, собственно, kartunov1975 @mail.ru, телефон мой, можно общаться по WhatsApp, и отдельно адрес, где мы находимся, это адрес кафедры отечественной истории, Уфа, улица Октябрьской революции, дом 55. Четвертый корпус, новое здание, там два здания, старое и новое, новое здание, кабинет 201, второй этаж. Общая информация об образовательной программе. Реализует программу кафедра отечественной истории Института исторического социально-гуманитарного образования. Год начала подготовки 2021, год окончания подготовки 2023. Ну, собственно, срок получения образования 2 года. Форма обучения очная. Бюджетных мест в этом году у нас 14, внебюджетных 16. Вступительные испытания. Нас ждет комплексный экзамен по истории России, тест, соответственно. Программу вступительных испытаний вы можете найти на сайте БГПУ абитуриент. Вот адрес тут дан: abitur.bspu.ru. Там вы находите нашу программу, заходите, там есть описательная часть, и, соответственно, вы можете скачать и программу вступительных испытаний, и другие документы, которые вас интересуют. Ну, сейчас отдельно об этом поговорим. Можно информацию получать через личный кабинет. Тут, в общем-то, на ваше усмотрение. Далее, немножко об экзамене. Общая информация. На выполнение экзамена по направленности профилю историческое образование, актуальный вопрос общества дается 60 минут, то есть 1 час. Работа включает в себя 25 заданий тестов, оценивается по 100-бальной шкале, балл выставляется за полностью верно выполненное задание. Мы сегодня с вами рассмотрим разделы, которые нужно будет вам изучить по истории России, и примеры тестов. Ну, все по порядку. Личный кабинет абитуриента. Вот хотелось бы отдельно об этом поговорить. У всех абитуриентов есть личный кабинет. Вся информация, необходимая для сдачи экзамена, это списки подавших, расписание экзамена, важные даты и другое вы найдете у себя в личном кабинете. До экзамена на почту, если ничего не пришло, то необходимо проверить папку «Спам». Придет логин и пароль для входа в систему экзамена. Обратите внимание, я здесь отдельно выделил логин и пароль от личного кабинета, и для экзамена они разные. Вы должны перейти по ссылке и поменять временный пароль на свой. Это нужно сделать обязательно. С этим логином и вашим паролем вы сдаете все назначенные вам экзамены. Логин и пароль выдается только 1 раз на все экзамены. Тоже я это подчеркиваю. Далее. Схема, как вы должны заходить. Ну, вот здесь вот подчеркнуто через тире обозначены шаги, то есть вы заходите в личный кабинет, расписание вступительных испытаний, где указана дата, заходите, справа кнопка «Сдать онлайн», вы вводите логин и пароль, который до этого пришел на почту, и начать тестирование.
Как только нажали «Начать тестирование», начинается отсчет времени. Следите за временем обязательно, тоже я это подчеркнул. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт согласно расписанию. В этот период необходимо зайти в систему. После входа начнется отсчет времени 1 час. Пересдача не предусмотрена. Также обращаю на это ваше внимание. Самое позднее время входа за 1,5 часа до начала экзамена вы должны подготовиться и как-то там адаптироваться. Далее, особое положение. На что обращаю я ваше внимание? Абитуриент не имеет права во время проведения экзамена привлекать помощь третьих лиц, предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам, использовать учебную и справочную литературу, конспекты и иную вспомогательную литературу, не предусмотренную программой вступительных испытаний, искать информацию в сети интернет. Далее, открывать дополнительные окна в браузере и использовать любые мобильные компьютерные устройства, кроме персонального компьютера, на котором осуществляется прохождение вступительных испытаний. Вот такие положения. На это вы должны обратить внимание. Далее. Перечень разделов. Если вы скачаете программу вступительных испытаний, которая вывешена на сайте bspu, abitur.bspu.ru, вы можете ознакомиться со всеми разделами. В общей сложности их 34. Я здесь для примера выставил один раздел, раздел 34 «Россия в системе современных международных отношений». Обращаю ваше внимание, что тесты будут по всему периоду истории российской, то есть начиная с древности и заканчивая современностью. Ну вот как пример, когда вы откроете положение о вступительных испытаниях, вы ознакомитесь с разделами, и в частности вот идет название раздела самого, России, в данном случае России в системе современных международных отношений, и пункты. Где-то это один пункт, где-то два, где-то три, где-то побольше. И здесь обозначены проблемы, на которые вы должны обратить внимание. То есть конкретно, что вы должны изучать. Ну, в частности, здесь вот 34, пункт 1. Геополитическая ситуация после упразднения СССР. Проблема взаимоотношений России со странами ближнего зарубежья. Имеется в виду зарубежье ближнее, это постсоветское пространство, наши, да, бывшие советские республики и все другие страны, которые нас окружают. Взаимоотношения России и индустриально развитых держав. Интеграция России в мировое экономическое сообщество. Пункт 34.2. Поиски своего места в мировой экономике и политике, участие России в борьбе с международным терроризмом, события на Украине, юго-востоке Украины, присоединение Крыма, обострение международной ситуации на современном этапе российской истории. То есть обращаю ваше внимание, что вы должны изучать историю и современную, то есть до 2021 года. Значительная часть учебников останавливается, ну, примерно на начале десятых годов, в зависимости от издания, да, когда этот учебник, учебное пособие было издано. Поэтому я обращаю ваше внимание, если вдруг вы не найдете учебники, о литературе мы сейчас отдельно поговорим, учебники последних лет, допустим, будете использовать там нулевых годов или начало десятых, то вам необходимо будет еще найти информацию где-то по современной истории России. Вот такие особенности. Не буду отдельно останавливаться на всех разделах. Вы можете с ними ознакомиться в программе вступительных испытаний. Если будут у вас вопросы, вы можете мне задать. Контакты я уже вам озвучил. Еще раз в конце консультации я их вам представлю. Можете задать вопрос мне по электронной почте, можете по WhatsApp. Как вам удобно.
Далее, вот примеры тестов на экзамен. Я два примера приведу, чтобы вы немножко ориентировались, как нужно отвечать. Ну, во-первых, идет, конечно же, сам вопрос. В данном случае, по словам Ключевского, князь — это наемный вооруженный сторож Руси и ее торговли ее степных торговых путей и заморских рынков, за что он получал конкурс населения. Как изменилось положение князя в удельный период? Ну и 5 ответов. Из 5 вы должны выбрать один правильный. Все очень просто. В данном случае 5 ответов. Это произошел период от принципа родового старейшинства при занятии княжеских престолов к отчему принципу наследования от отца к сыну. Первое. Второе. Повсеместно князья были изгнаны из городов. Третье. Князья получили неограниченную власть. Четвертое. Власть князя ограничивается решением Боярской думы. И пятое. Князья зависели от решения Вечи. Ну, в данном случае понятно, что ответ номер 1. Второй пример. Уже по советскому периоду, в данном случае к началу периода Великой Отечественной войны, 41-42 годы 20-го столетия, относится и 5 ответов. Из 5 вы должны опять же выбрать один. Отражение нападения японских войск на Дальний Восток, сражение под Смоленском, наступление советских войск в Восточной Пруссии, Курская битва, форсирование Днепра. Ну, в данном случае, понятно, ответ правильный 2, сражение под Смоленском. Все очень просто. И в данном случае, если по времени у вас час, да, то 25 или ну, максимум 30 вопросов, да, и получается по 2 минутки примерно на один вопрос. Прочитать, ответить, ну, не так сложно. В принципе, времени предостаточно. Если будут, опять же, какие-то вопросы, вы можете мне задать их по почте или по WhatsApp. Я вам обязательно отвечу. По литературе. Хотелось бы отдельно остановиться на литературе. В данном случае я рекомендую вам использовать электронные библиотеки. Ну, не исключено, что вы можете пойти в обычную библиотеку, да, то есть доступ сейчас пока что открыт, независимо от тех проблем, которые у нас есть, связанные с пандемией. Вы можете сходить в обычную библиотеку и выбрать там какое-то учебное пособие или какой-то учебник, предназначенный вот, ну, для высшей школы, желательно. Конечно же, не нужно использовать школьные учебники, потому что это не наш уровень. Конечно же, мы используем учебники, ну, может быть, для бакалавров, но лучше просто для высших учебных заведений. Это будет правильнее. Во всяком случае, нам представлен широкий спектр учебников и учебных пособий по истории России, и мы можем здесь выбирать с вами. Вот здесь я представил только 5 учебников и учебных пособий. Если вы откроете программу вступительных испытаний, то там список немного больше. Но, как я уже сказал, я вам советую все-таки пользоваться электронными библиотеками, в частности библиоклубом, biblioklub.ru. Вот если вы посмотрите вот здесь вот, да, вот дана ссылочка. В принципе, если вы ее наберете или скопируете и вставите в окно браузера, щелкните Enter, и вам выскочит вот как раз библиоклуб сайт и конкретно страничка с этим учебным пособием или учебником. И вы по подписке можете пользоваться информацией из этих учебников, учебных пособий, читать, что-то для себя фиксировать, записывать и так далее, как вам удобнее. Но, в частности, я рекомендую учебник Валиуллина «Отечественная история», учебное пособие Валиуллин и ряд других авторов. Это второе издание, исправленное, московское, 2016 года. Вот опять же, возвращаясь к вопросу о современной истории России, это 16 год. Значит, там история заканчивается где-то началом десятых годов.
В данном случае, если вы этот учебник берете, вы должны еще дополнительно посмотреть информацию по современной истории России. А, Полностью выходные данные книги, режим доступа, как я уже сказал, то есть копируйте или перепечатывайте, вставляйте в окно браузера наверх и щелкайте Enter, вам выскакивает. Второй учебник Давлетов, курс отечественной истории. Это третье уже издание, оно переработано, исправлено, дополнено. Здесь тоже есть режим доступа и платформа также bibliaclub.ru. Набирайте, копируйте, вставляйте. Учебник Зиновьевой и Берсенева «Отечественная история». Данное издание подготовлено в городе Томск, конкретно в Томском государственном университете системы управления и радиоэлектроники. Издание оно небольшое по объему, 162 странички, но в принципе там очень компактно освещена история России по разным основным проблемам. В частности, очень хорошо там описаны спорные вопросы истории. Ну, нужно будет посмотреть, изучить, вам тоже почитать. Четвертый учебник, который я предлагаю, «История России», составители Галиуллина, Мухамедина, Хасанова и другие. Подготовлено в Уфе, это уже второе издание, дополнено в Уфимском государственном университете экономики и сервиса ГУЭС в 2015 году. 250 страниц в данном издании тоже находится в bibliaclub.ru, можно это издание найти и изучить. Еще одно учебное пособие «Отечественная история» автора Ермачкова, издано в Москве совместно с Берлином в издательстве Direct Media. Тоже очень интересное издание. Рекомендую его вам. 208 страниц. Также можете найти в библиоклубе. И другие учебники, учебные пособия. Опять же повторяю, что вам необходимо все-таки зайти и скачать программу вступительных испытаний и ее очень-очень внимательно изучить и посмотреть еще литературу, которая там предлагается. Если будут вопросы по литературе, также пишите мне по WhatsApp или по почте, я вам обязательно отвечу. В день консультации, то есть сегодня, свои вопросы вы можете отправить на e-mail. Я вам советую сфотографировать сейчас или это зафиксировать, записать. Данные, еще раз, я их вначале представлял и сейчас повторяю. Картунов 1975, собака.mail.ru или по WhatsApp. Телефон плюс 708, как мы привыкли набирать, 937 16 48 228. Зовут меня, напоминаю, Алексей Иванович, фамилия моя Кортунов, и я вас обязательно проконсультирую. Отвечу, можно даже устроить переписку, если вам что-то непонятно, то, пожалуйста, мы можем с вами общаться, потому как я буду на связи целый день, и этот день, конечно же, посвящу вам. Во время экзамена, в период экзамена, в этот день я тоже могу консультировать. В принципе, вы можете задавать какие-то интересующие вас вопросы. Я, как председатель приемной комиссии, предметной комиссии, прошу прощения, я обязательно на ваши вопросы отвечу. И мы с вами можем, наверное, даже обсудить кое-что. Немножко еще расскажу про тесты. Тесты предполагают, как минимум, два варианта будет. Количество вопросов я озвучил. В общем-то, ответы простые. Из 5 нужно выбрать всего лишь один. И мне кажется, что вы обязательно должны справиться с этими вступительными испытаниями и достойно сдать экзамен.
На этом я хотел бы остановиться. Наверное, остальное мы с вами обсудим в личном порядке. Контакты вы мои записали, поэтому давайте вопросы, я буду вам отвечать, постараюсь это сделать оперативно. Ну и, наверное, хотелось бы мне пожелать вам удачи, чтобы все у вас получилось, и вы поступили к нам на нашу программу «Историческое образование и актуальные вопросы общественного знания» обязательно на бюджетную основу обучения. Удачи вам!